Еще в студенческие годы, где-то в 70-х годах, на лекции про старославянский язык нам было дано задание возвращать слова в древнеславянское значение. Ну, попало на первое слово, на первый случай попало такое слово, как воздух. А когда я это слово вернул, то есть утраченные гласные, там задача была такая, вернуть утраченную гласную и озвучивание привести первобытное. И вот слово «воздух» на старославянском звучало как «восадохи». А «восадохи» это уже был не славянский язык, это уже был чисто войнахский язык. Чисто войнахский язык. То есть ингушский язык, алгаевский язык. И когда значит, дальше больше, значит, затем вот перевести в такое же состояние слово рот или борода, ну, название наших органов, руку как назвать, там, как первоначально, как звучали. И вот когда, ну, например, русское слово «слух» звучало как «солоуха», но уже это было не русское слово, а это было опять войнахское, галгаевское слово, то есть ингушский язык. Ну и потом я увлекся этим, и что характерно, получалось так. Древний первобытный язык состоял не из слов, как в наше время слова состоят, а он состоял из словотолков, то есть были, вместо слов были толкования. Готовых слов не было, а человек толковал теми освоенными словами, толковал данное, вот, например, слух «солоуха». Звук заходит в ухо. Солоуха, слух звучит чисто на русском языке, а уже солоуха, он уже не русский язык, а он и древнеславянский, и в то же время это ингушский язык. И я потом начал, ну, дальше, губа. Закономерность такая. Вот русское слово «губа» оканчивается на «б», губа, согласно «з», а ингушское начинается с «б», борт, губа орти. Уже получился древнее толкование. Круг есть круг над оврагом. То есть человек назвал сначала не рот, а назвал, что это овраг на лице. Овраг на лице. И в губы есть круг вокруг этого оврага. Вот губа орти. А в дальнейшем получилось баорти,
ороте рот и берте анашский язык, берте тоже рот. И таким образом я научился возвращать слова, современные слова, в древнее их состояние, связывать из них длинные словотолки древности. И вот эти словотолки древности, они говорили сами о себе. Ну, например, он сначала назвал так: если это баора, то есть овраг лица, рот, овраг носа, овраг гаорти, видение, овраг видения, провал видения и провал слуха. И вот уже можно толковать первое толкование. И он, значит, вот маора, если это баора, а это маора. Маорана оси и маоран оси. То есть второй овраг, у него есть спуск и есть подъем. И оба они означены маорана оси и маорана оси. А затем они распались на русском языке маора нос си, маринос было толкование. И в нашем языке, как первоначально было, на верхний овраг маора, мери, и сегодня мер. Вот в мире русского языка есть такое объемкое слово мир. Откуда взято мир? Ну, умер, мир, и так далее, мир. А дело в том, что опять мир связан с носами. Первобытные люди, потом выяснилось, что все слова приветствия произошли от носа. Человек, когда встречал незнакомого в условиях дикой природы, диких нравов, он, когда его встречал, как его встретить? То ли его с кулаками, с дубинами, то ли его еще как с ним разойтись. И вот маора наси, садареви садавуй, здравствуй. Когда вернешь, получается, свое дыхало неси сюда. А зачем ему дыхало? Человек спокойно настроенный, дышит спокойно. Он не дышит часто, возбужденно и так далее. Если дыхание у них совпадало, значит, они настроены мирно. И тогда они подходили друг к другу, подавали руку и терлись носами, прикасались носами и делали единый вдох. Он совпадал по протяженности там и так далее. Так. И во время этого вздоха они давали клятву, что я тебе, значит, не обману, не сделаю тебе плохо там и так далее. Нарушение клятвы наказывалось смертельно. Вот первый шаг человека к тому, чтобы мирно подойти к встречному и чтобы уверить его в этом мире. И поэтому
Вот когда мы говорим обетованная земля, Иерусалим, Иерусалиме, где впервые съели воздух. Значит, впервые приветствие родилось именно в Иерусалиме, и оттуда пошло распространяться на другие дикие племена, которые там по лесам и так далее. И так как это вначале пошло оттуда, так оно и стало Иерусалиме. И сегодня звучит на ингушском языке съели воздух. И, кстати, клятва переводится с ингушского языка как съесть воздух. Как съесть воздух. И вот даже до сих пор в мире есть племена, отдельные дикие племена, которые приветствуют друг друга трением носов. Ну, как говорится, комментарий тут излишний. Если мы говорим мир, нос, пришли к носу. Что значит? Пришли к носу, простили друг другу, дали клятву, и вот тебе мир. Мир, нос по-ингушски, по-войнавски. Также очень точно, без всяких фантазий можно представить себе происхождение другим способом. Вот, например, мы сидим в этой комнате. Колыбелька, стул, книги, пол, потолок, лампы, все предметы, окружающие нас, имеют название там и так далее. Но этих названий и все названия других предметов, окружающих нас, которые мы потом приобрели, первоначально не было. Например, возьмем русское слово «коса», который косят сено. Не было косы, значит, не было и названия. Вот самое главное запомнить. Раз не было предмета в жизни, значит, не было и самого этого названия. Первый изобретатель вышел на рассвете, значит, глянул в сторону горизонта, восхода солнца, и увидел от точки восхода солнца в эту сторону расходится полоса света. И в эту сторону полоса света. И он говорит: Госа о Мангале, Госа о Мангале, вижу свет, значит, на восходе, вижу свет на восходе. На том языке он говорит Госа о Мангале. И вот он пришел домой, отковал эту косу и назвал: вижу свет на горизонте. Потом этот длинный словотолк распадается на части коса. И сегодня коса, госа, то есть вижу свет, вижу свет. И о Мангале, коса на войнавском языке. Вот ярчайший пример тому, как, значит, рождается предмет,
И рождается его название, ну, не из-за того, кто-то там изобрел, а то, что конкретно. Вот, например, мы говорим башня. Как изобрели первую башню? То же самое. Возле костра первобытные бездельники долго любили сидеть у костра. Есть места, в которых костер горел непрерывно 3000 лет, 5000 лет и так далее. Это очень длилось долго, костер, жизнь человека от познания костра и до прогресса. Это длинный процесс. Он сначала так обрадовался огню, что он ему и пещерную жизнь, помещение, все это подарил так, и долго ленился около костра. И вот он сидит около костра и смотрит пламя. Пламя. А пламя как? Внизу шире, вверху уже. И он говорит: Саня, вижу пламя. И он сложил в вид пламени башню. Но самое интересное, он сочинил, видимо, башня и кинжал сочинили в одно и то же время, потому что гинсали са огонь, и али значит алы пламя, вижу пламя огня. В переводе сегодняшнего дня в гинсали вижу пламя огня. И на ингушском шалтаса алта. Вижу пламя огня. Если действительно хорошо присмотреть спокойно горящее пламя одиночное, то это настоящий кинжал. Вот такие древние названия праздников, как Масленица. Масленица на ингушском языке Берзазл. На языках там Востока Навруз. И задать себе вопрос: а что такое Масленица? Откуда масло, что за масло и почему Масленица? А на ингушском языке получилось еще интересней. Там, значит, борц, волк, и азл непонятно что. Волчий, ну, допустим, как мороз, что ли, там, непонятно. А праздник и сегодня празднуется так, как Берзазл. А когда мы возвращаем эти слова к словотолкам, то получается, что Бээрса гом асали, гома асали, бээрса гома асали. Он говорит, что солнце находится на наивысшем подъеме над землей. В день равноденствия солнце занимает по экватору, значит, наивысшую точку, и этот день праздновался всем миром от начала света и по сегодняшний день. И Навруз, и Масленица, и Берса Асали, это все есть. Бээрса Гома Асали было. То есть солнце в это время называлось не как сейчас солнце,
Аса, БРС, Гома, круга Асали. И таким образом расшифровываются древние застывшие словосочетания, о которых нам так ничего не понятно, а расшифровывается. Расшифровывается тем же путем, как они их и сочиняли. Ну вот современный наглядный пример, вот что-нибудь такое, топонимика или название местности, вот что-нибудь, вот чтобы понятно. Ну, топонимика, например, Сахалин. Сахалин буквально на ингушском языке рассвет. И Сахалин действительно наступает, рассвет наступает действительно с Сахалина. Но кроме того, есть богиня рассвета Сахалин. Но само слово Сахалин это звучит без всяких изменений, звучит на войнавском языке. Европа, Европа. Когда-то называлось солнце, вар, приход опа к заходу. Значит, сторона захода солнца расшифровывается, и Европа расшифровывает это как сегодня, как будто сегодня. И если взять такие страны, как Германия, Франция, Голландия, Исландия, все эти страны на Ан это небо по древней войнавской, и сегодня Анюх и Сабелуяч, это Анюх, это линия горизонта. Вот я, как ингуш, могу не бывать в этих странах, но и назвать какой рельеф этих стран. Например, Германия, равнинная страна. Например, Англия на английском языке и угол, и в то же время это и название страны, и Ангелия буквальный перевод видное на горизонте. Ну, видимо, кто-то когда-то впервые на горизонте увидел, так назвал, так и осталась Ангелия. Но в то же время Англия это и угол на английском и на французском Англия. На Ориенте, восток, на английском и на французском языке. Оре утро, и там оре утро. Енте куда приходит. Восток это значит место, куда приходит утро. И мы с вами знаем международное слово ориентация, ориенте там и так далее. В основе лежит войнавское слово ориенте, утро куда приходит. Но есть, конечно, очень интересные моменты, что было время, когда человек не мог осмыслить и не мог произнести такое слово, как добро. И добро было у них, когда наступало утро, становилось видно ориентация, собирать ходили там плоды, овощи там и так далее. И зло становилось вечером, когда света нет, огня нет,
и они должны прятаться во тьме от зверей, там, прочее. В пещеру они не могут заходить, там, и так далее. Ужас жизни начинался вечером. И вот сначала человек добром назвал утро, да, обори. Что такое да? Да, это солнце и обори. Видно солнце, значит добро. Из Саола солнце ушло, значит и добро кончилось. И очень интересный такой случай. Вот на арабском языке и сегодня добро называется хойр, а зло называется шери. А на ингушском языке эти слова сохранили ори утро и шери вечер. Когда назвали добром злом эти слова, они сохранились до наших дней как добро и как зло на арабском языке. Так что языки это не есть что-то там отдельно растущее. Они переплетаются друг с другом, имея одну основу. Одна основа, она, значит, сначала была на словотолках, а потом Великий Вавилон, Вавилонское столпотворение, и словотолки распались на слова. Их сегодня можно снова стыковать и получить те же словотолки с единым понятием на ингушском языке. Вот коротко, это вступление к размышлению, коротко. А если пойти в дальнейшее углубление, то можно составлять целые тематики перехода языка из одного в другой и обратно, там, возврат. Но четко везде выглядывает схема образования языка, древние слова и жесты, потом появились словотолки. Словотолки распались на слова, и мы сегодня пользуемся словами. Вот в таком плане, коротко. Анализируя происхождение слов, я пришел к очень интересному выводу. Что же это за интересный вывод? Ну, например, на ингушском языке слово «сегодня» – таган, без упоминания дня. Скажем, в сравнении с русским языком сегодня, а на войнахском таган, что имеется в виду? Значит, на ингушском языке названия дней составлены из тех божеств, которым поклонялись тогда люди. Значит, смотри, повторяя слово «день», ингуш может назвать сегодня таган, селхан вчера, самар позавчера. И так может назвать завтра, послезавтра, там и так далее, тому подобное. В чем дело? Почему не повторяется день? Не повторяется, потому что когда-то ингуши очень долгое время
язык становился на этом божестве, поклонялись богу Тха. Тха в ингушском языке Инарт, а где, как и бог, ну, рядом кабардинский Тха бог. Тха обозначает бог. Вот когда ингуш говорит Тахани Тха Ахани, когда Тха идет по небу, это сегодня. Ну вот, например, мы бы не знали, как назвать сегодняшний день, и сказали так, это день, когда солнце идет по небу. Не подкопаешься. А вот Селхан, бог Село, долгое время поклонялись ему, и было Селахне, то есть то, что вчера было как сегодня. А потом, когда нового бога приняли, этого толкнули на один день назад, и получилось в Тха-Ахне, а тут, значит, Сел-Ахне. Сел-Ахне. Теперь Самарти. Тут настолько древний Самар. Самар у англичан лето там, у других еще что-то. А Самар позавчерашний день на ингушском языке повторяется без дня. Но роль Бога здесь играет солнце Са. Самар, когда солнце видно на небе, когда солнце восходит на небо. Когда солнце восходит на небо, это и есть сегодняшний день. Вот. А теперь, что получается у немцев? Гутен так, хоть и плохой немец, плохо разбираюсь с немецом, но гутен так созвучно с ингушской тахан, слово день так созвучно с ингушским днем тахан, Тха-Ахне и так, гутен так. Это все исход один, начало одно, Тха. А когда я посмотрел, в далеком прошлом это не я, а Тур Хайрдал пришел к такому выводу. Ныне его нет в живых. Он вычитал, что древние легенды скандинавов пересекаются с легендами кавказцев. И на этой основе сделал вывод, что они выходцы из Кавказа. И вот, значит, у них есть такое слово Валхале. Это башня для героев-победителей на том свете, там их обслуживать будут гури, там и так далее, расписано. Но в Валхале, у нас это Валхале для тех же мертвых, но, скажем, всех кладут в общий склеп, а для них строится отдельная башня, трехэтажная обязательно башня, просторная, там во всех воинских доспехах кладется этот человек, и это, то есть пересекаются эти легенды, и этим самым он сделал вывод, что все европейские народы, в том числе и русские, произошли от кавказцев.
Вот такие глубинные теории, ну, например, вот на французском языке лозер досуг. Лозер у нас тоже досуг. На французском языке там тити, голова. А у нас тити это череп. Таких слов, которые вот дни перечисляются на французском языке с окончанием де. Де это день. Ну, на английском day, день. Ну и русские недалеко ушли. День и де это с одного котла. Так что примеров интересных и всеохватывающих очень много. И очень много, о многом они говорят.